Всем доброго дня! Казахстанская федерация триатлона на своем YouTube-канале очередной триатлонный дайджест. В эти минуты поговорим о всех самых интересных новостях, которые были в нашей стране и, конечно же, за ее пределами. Если на улице холодно или вы немножко заскучали и замерзли, наливайте себе горячего напитка и присаживайтесь поудобней. Мы начинаем. Финал Кубка Казахстана. Гранд-финал Темир-Адам. Все эти мероприятия проходили в минувший уикенд в Актау. Риксос Water Polo Актау принимал у себя на своей территории роскошном пляже гранд-финал Кубка Темир-Адам и финал Кубка Республики Казахстан. Нужно сказать, что большое количество участников собралось на финал Кубка Темир-Адам, плюс атлеты элит категории и про, конечно же, тоже выясняли и получали не только двойные очки за финал, но и хорошие призовые. Но давайте обо всем по порядку. Итак, начнем с субботы. На старт вышли в первый день представители категории элит, андеры до 23 лет и андеры Ю-19. Взрослое поколение, взрослые атлеты принимали участие на дистанции стандартной, или же, как ее в народе называют, олимпийской. Старт, честно говоря, немножко пришлось отложить по погодным же опять причинам. Ветер, который вмешался в погоду, и нужно сказать, что ветер на протяжении всех 2 дней соревновательных вставлял палки в колеса, если можно так назвать. Старт плавательного этапа и старт гонки были вынуждены перенести на 30 минут, после чего, как только волны немножко поутихли, старт все-таки был дан. На старт у элиты вышли Мейрван Искаков и Тимирван Темиров, оба представляют Акмолинскую область, и вместе с ними Ануар Турубаев из Алматы. По итогам первого круга Мейрван Искаков и Тимирван Темиров себе обеспечили небольшое преимущество в районе 15-20 секунд. Когда третьим появился из воды Ануар Турубаев, все пытались его поддержать, подсказать, что нужно прибавлять. Но Ануар Турубаев совершил маленькую ошибку. Он сократил для себя дистанцию, за что подвергся дисквалификации. Мейрван Искаков и Тимирван Темиров узнали это только когда закончили первый круг велоэтапа. Затем, когда они поняли, что нету конкурента, который может вмешаться, они спокойненько покатили в таком тренировочном формате. Ну и, как вы полагаете и понимаете, все они решили на последнем километре бегового этапа, в котором Мейрван Искаков оказался чуточку быстрее и, соответственно, был на минуту раньше, чем Тимирван Темиров. Вот так вот распределились места у элиты. В Ю-23 народу было немножко побольше, но интриги там, скажем так, было в разы меньше, чем у элиты. Дарын Кунасбаев показал результат 2 часа 7 минут. Это время было лучшим в субботний день. Опередил он Кирилла Рожкова, который стал вторым, и Яросыла Аманжолова. Тот, соответственно, поднялся третьим на пьедестал почета. Вот так вот закончились гонки. У девушек Дарья Бычкова стала победительницей в элите, а Юля Озерова заняла, соответственно, первое место в категории Ю-23. Очень интересной обещала быть борьба в категории Ю-19, где атлеты выходили на спринт. Там, что называется, представитель Акмолинской области в одиночку должен был противостоять сразу 3 гонщикам из Алматы. Но в итоге командная тактика и командная работа сыграла свою роль. До каких-то моментов Мурат Жаркин держался, но не сумел дальше потерпеть немножко на велоэтапе. Уйдя после велоэтапа, после второй транзитной зоны, Александр Тен находился на 3-й позиции, но за счет своего бега, хорошего, отличного бега, сумел сразу 2 позиции себе в плюс. Сначала он опередил своего ближайшего партнера по команде и, соответственно, конкурента по гонке Даниила Породнова, ну а затем Егора Крупякова. Вот в таком порядке этот пьедестал почета и завершился. Так что очередной мини-триумф Алматинской федерации триатлона в категории Ю-19. Это что касается первого дня. Второй день ничуть не отличается от первого в плане погодных. Я бы даже сказал, что этот день еще стал таким
может быть, тяжелейшим испытанием. Причем, в первую очередь, тяжелейшим для атлетов категории Age Group, которых в этот день вышло более 100 человек. В заявке было 113 индивидуальных спортсменов и атлетов и 11 команд. К сожалению, по некоторым причинам кто-то не сумел приехать, кто-то, видимо, посчитал, что, может быть, эту гонку лучше пропустить, но это, как говорится, их решение. Нужно сказать, что не все атлеты, которые вышли на старт, сумели финишировать. К сожалению, да, и такое случилось. Где-то погодные условия, где-то технические моменты, ну а где-то падения вмешались в эту бескомпромиссную, по-другому не скажешь, борьбу. Итак, давайте по порядку. Атлеты категории ПРО. Иван Тутукин стал лучшим с результатом 3 часа 55 минут. Он сумел опередить пришедшего вторым в этой гонке Дарына Кунысбаева. На третьей позиции расположился Мейруан Искаков. По итогам года Дарын Кунысбаев стал лучшим атлетом в категории ПРО. Напомню, что помимо очков, которые в этот раз умножались на 2, атлеты получили еще и бонусное вознаграждение. Причем достаточно хорошее и суммарное. Я бы сказал, что можно куда-нибудь его потратить или с толком вложить. Таким образом, представитель Номад-3 клаба стал абсолютным чемпионом. Иван Тутукин стал вторым. Ну и Мейруан Искаков расположился на третьей строчке. У женщин, у девушек Екатерина Шабалина сумела на беговом этапе оторваться от Надежды Бекмамбетовой, представительницы ERG Club, и, соответственно, стать победительницей финала, гранд-финала Тимир-Адам Кап, и в абсолюте получить также хорошую прибавку, я думаю, к своей зарплате. Надежда Бекмамбетова финишировала второй, ну и вот это очное противостояние двух девушек на протяжении всего сезона, в принципе, на финале никак не поменялось. Что касается эйдж-групперов, то там, конечно, просто потрясающие события разворачивались. В мужской гонке в абсолюте до последнего не было понятно, кто же все-таки сильнейший, потому что онлайн сначала говорил одно, потом по ходу гонки мы видели абсолютно другое, но Владимир Таликин сумел очень здорово проплыть, очень здорово проехать и, конечно же, неплохо пробежаться. Это суммарно позволило стать ему лучшим атлетом. 4 часа 24 минуты у Владимира Таликина. У девушек еще одна представительница Номад-3 Club, Айнур Кумарова, сумела не только хорошо проплыть, но и очень здорово справиться с ветром. Очень здорово справиться с ветром по отношению к своим другим конкуренткам, проехать хорошо велоэтап, а затем свое преимущество накопленное сохранить и додержать до финишной прямой. Более 5 часов ушло у нее, но, тем не менее, она на первой позиции, она лучше в женской категории в абсолюте. С чем, собственно говоря, поздравляем всех призеров и победителей своих возрастных категорий. Желаем удачи, конечно же, восстановиться после этой непростой гонки, залечить свои травмы, но и потихоньку, я думаю, начать готовиться к следующему сезону. Хотя наверняка многие сейчас подумают о небольшой паузе, и это тоже правильно. В то время, как проходил финал Кубка Казахстана в Актау, Аян Бейсенбаев, член национальной сборной Казахстана, представлял нашу страну на Кубке Африки по триатлону. Этап этот проходил в городе Ньянге, что в Зимбабве, и Аян показал выдающееся время 1 час 1 минуту. Выдающийся по отношению к своим конкурентам и соперникам. Он стал лучшим, что позволило ему забраться на верхнюю строчку пьедестала почета. В борьбе он сумел опередить представителя Марокко Джавада Абдельмулу 1 час 1 минута и 44 секунды, но третья строчка досталась еще одному другому марокканцу Бадре Сиване. Тот уступил Аяну Бейсенбаеву уже 3 минуты. Нужно отметить, что у девушек первую и вторую позицию на этом Кубке Африки разыграли между собой представительницы Южноафриканской республики Ханна Ньюман, которая стала чемпионкой 1 час 13 минут, и Бриджит Тунесен, который показал результат 1 час 16 минут. Третье место заняла Грин Уин. Вот такие тройки призеров на пьедестале почета, который проходил в Зимбабве. Кубок Африки. Поздравляем Аяна Бейсенбаева, ну и ждем его, конечно же, на следующих стартах. Желательно бы и на наших тоже. Хотелось бы посмотреть воочию борьбу наших лучших атлетов. Продолжаем говорить о казахстанских атлетах, которые в эти выходные и на этой неделе показывают выдающиеся результаты.
Я думаю, что многие из вас обратили внимание на заголовки некоторых интернет-изданий. В частности, один из них был примерно такой. 50-летняя казахстанка покорила Ла-Манш без гидрокостюмов за 16 часов. Поздравляем Мадину Курманбаеву, которая сумела в одиночку преодолеть этот путь. Напомню, Мэтью Уэбб, британец, в 1875 году первый без гидрокостюмов преодолел эту дистанцию за 21 час 40 минут. Покорить Ла-Манш, чтобы ваше время зафиксировали, нужно обязательно без гидрокостюма. Напомню, что низкая температура, постоянно меняющееся течение, непредсказуемая погода – это все факторы, которые постоянно на вас влияют, пока вы проходите эту дистанцию. Мадину мы поздравляем. Мадина уже не в первый раз плавала в Ла-Манше. До этого она вместе с командой из Казахстана «Железные мамы» Iron Moms преодолела гонку от одной арки к другой из столицы Великобритании в столицу Франции, от Лондона до Парижа. Команды, они преодолели прекрасный путь. Ну а здесь она в одиночку сумела покорить вот для нее доселе неведанное испытание. Все-таки в одиночку преодолевать Ла-Манш — это, наверное, очень круто и очень достойно. С чем мы поздравляем Мадину, не зная, что у нее там дальше впереди, после того, когда она преодолела озеро Иссык-Куль, причем была единственной, кто сделал это без гидрокостюма, участвовала в ультрамарафоне, в общем, в ультратриатлоне. Не знаю, какое еще событие впереди в планах у Мадины Курманбаевой для того, чтобы снова чем-то интересным себя заинтересовать. Позади Иссык-Куль, позади Ла-Манш, но даже трудно представить, какая следующая для нее планка. Тем не менее, Мадине мы желаем здоровья, желаем спортивного долголетия. Если есть у нее, конечно же, какая-то планка, которая будет еще выше, желаем, чтобы и эта планка тоже покорилась. Еще раз поздравляем Мадину Курманбаеву. Алекс и Джорджия Тейлор Браун стали итоговыми победителями Суперлиги. В Малибу прошел последний этап Суперлиги, на который были приглашены олимпийские чемпионы. Флора Даффи, соответственно, получила wildcard от организаторов, и Кристиан Блюменфельд получил wildcard в мужскую гонку. Нужно сказать, что у норвежца эта гонка не совсем задалась, он финишировал лишь только 5-й, но Флора Даффи организаторов отблагодарила по полной программе. Она сумела победить в этой гонке, как многие и предсказывали. Что касается Тейлор Браун, то она закончила свою дистанцию на второй позиции, и суммарно по очкам ей этого хватило и позволило всего лишь на 1 очко опередить свою соотечественницу Лярмонт. В итоге разница в 1 балл и первая строчка в абсолюте по итогам Суперлиги этого сезона. Что касается Алекса И, то он показал потрясающий результат. После велоэтапа он находился на 3-4 позиции. Троем они сумели убежать на беговой этап. И, казалось бы, когда уже вот-вот последние метры оставались, попробовал немножко Браунли напугать, но это не смутило Алекса И. Алекс сумел за эти 400 метров отыграть дефицит в расстоянии и в секундах, и затем на финише сумел еще и вырвать победу. Таким образом, Алекс И по итогам сезона набирает 59 очков, ставший вторым в общем зачете. Хайден Уайлд набрал 54 балла и Джонатан Браули 50. Вот так выглядит тройка призеров и десятка сильнейших у мужчин. В 2022 году пройдут сразу 2 чемпионата мира по Ironman на полной дистанции. Чемпионат мира 2021 года состоится в Сент-Джордже 7 мая 2022. Как и говорили, с Коной были небольшие проблемы, и эти проблемы до сих пор остались нерешены, поэтому было принято решение именно о переносе. Долго оттягивали, долго затягивали, тянули до последнего, что на Гавайях все-таки немножко будет послабление по отношению к карантину, но этого не случилось. Но в октябре вернуться к прежнему формату, вернуться на чемпионат мира в Кону, и там, собственно говоря, будет своеобразный нюанс. Гонка, как прежде, которая проходила в 1 день, на сей раз пройдет в 2. Женская гонка состоится 6 октября, мужская 8. Связано это с тем, чтобы опять соблюдались меры, и народ, который будет выходить на дистанцию, не будет такой массовости. Опять же, в целях избежания
повышения вот этой обострения ситуации с карантином и ковидными нюансами. Так что на такие меры пришли организаторы, к такому решению они посчитали, что лучше всего, поэтому я думаю, что самое главное, чтобы старты состоялись. Напоминаю, что Сент-Джорджи пройдет чемпионат мира 2021 года, который был перенесен, состоится он 7 мая, но уже Ironman на коне пройдет в конце 2022 года, пройдет он 6 и 8 октября. Марисоль Касадо, президент Международной федерации триатлона, поблагодарила Португальскую федерацию за прием. Прием связан с тем, что юношеский чемпионат мира по триатлону 2021 года пройдет в Португалии, а именно в городе Куартейре. Именно там проходили старты Кубка Европы и чемпионата Европы для юношей, но вот теперь и чемпионат мира туда переезжает. Переезжает опять же из-за пандемии, из-за ковида. Но Португальская федерация очень быстро и очень адекватно отреагировала, предложила свою кандидатуру, что, конечно же, было двумя руками встречено в Международной федерации. Поэтому юношам, которые совсем недавно тренировались и соревновались на Кубке Европы и на Чемпионате Европы, теперь снова придется вернуться в Португалию и сразиться уже за золотые медали чемпионата мира. Так что переносы абсолютно на всех уровнях и на всех кубках, независимо от их статуса. Вот таким получилась эта неделя, которая богата на спортивные события. Подвели итоги мы внутренних кубков, прошли финал в Актау, прошли финал в Суперлиге, переносы чемпионата мира в коне. Все это мы с вами обсудили. Но на этом наш триатлонный дайджест не прощается. Мы будем каждую неделю также выходить и радовать вас, и сообщать вам какие-то новые интересные новости и подробности. На этом сезон триатлона абсолютно не заканчивается. Не забывайте подписаться, поставить колокольчик, лайк или дизлайк. Не забывайте оставлять комментарии. Смотрите наш YouTube Казахстанской Федерации триатлона. На сей все. Говорим вам до свидания. Болейте на здоровье.